разговаривать ни о чем, не по теме, кругом маскарад. И клоуны в деле, это масхара. Все начиналось с малого. Шашал до синеге бассала. Чисто результат, чисто мандайтир. Микрофон, улака, прибыльмели потери. Курукили, аша алып. Основателя племенного центра Казакой. Они без таких не хаваю на бартере, я готовлю сам. Чё там, где там, есть такая. Алмат создает рабочие места. Пока люди едят кырык баур, пока на дастархане красуется баранья голова. Мой папа очень крутой, и мой брат. Здравствуйте! Мы расскажем сейчас историю основателя племенного центра Казакой. Ему 39 лет, его зовут Алмат Жараспаев. В Карабалыкском районе он живет с 2020 года, тогда и купил свои первые 3000 маточного поголовья. Мы приехали в село Урнек для того, чтобы один день пожить жизнью героя нашего сегодняшнего материала, человека труда Алмата Жараспаева. Съемочная группа РСК приехала в Карабалык, где живет семья Жараспаевых. Здесь же находится племенной центр по разведению уникальной породы овец. На огромной территории содержится отара молодняка. Чуть дальше полным ходом идут заготовки сена на зиму. Базы эти на протяжении 5 лет до меня они пустовали, были в заброшенном состоянии. Вот я приложил усилия, восстановил их, затратил немалые средства, но тем не менее сейчас у нас есть все возможности для того, чтобы получать здесь приплод от нашего маточного поголовья. Вот, подогнал под все стандарты зоотехнического формата, поэтому здесь мы зимуем. Основное количество овец находится на летнем пастбище. Здесь у нас что? Да, здесь в данный момент сейчас мы приготовили порядка 30 отборных баранчиков для реализации как племенной молодняк. То есть это класс элита, баранчики 2022 года рождения, 4-5 месяцев. Это для чего мы вообще производим? Для того, чтобы лично подсобные хозяйства, животноводы, они могли качественным скотом улучшить свое поголовье. То есть за счет наших племенных баранчиков они будут получать высокую продуктивность от содержания овец. То ли дело это будут беспородные овцы, то ли дело это хотя бы пускай будут в первой репродукции от наших баранов-производителей, будут качественные, более продуктивные, больше будет выход мяса, поэтому мы приносим пользу людям, тем людям, которые хотят заниматься животноводством, в данном случае овцеводством, те люди, которые посвятили свою жизнь селу, улучшаем их труд. Наша задача улучшать труд, повышать продуктивность сельчан, людей, которые занимаются овцеводством. В зимний период все клетки заполнены овцами. Вот, мы кормим сеном, консервными кормами, грубыми кормами. Вода в свободном доступе, вот, поилки с подогревом, поэтому у нас все условия созданы для того, чтобы в зимний период овцы ни в чем не нуждались. Сегодня Алмат Жараспаев полностью посвящает себя овцеводству. Он имеет 4 высших образования и является основателем единственного в Костанае племенного центра по разведению эдельбаевской и казахской курдючной грубошерстной породы овец Казакой. Отец у меня ученый, зоотехник, селекционер. С детства он обучал меня азам животноводства, учил азам ветеринарии, поэтому как бы животноводство, оно с детства мне знакомо. Когда я говорю, что у меня самые лучшие овцы, я имею в виду то, что свое маточное поголовье я сформировал путем тщательного отбора. Я закупал овцематок в лучших племенных хозяйствах частных. То есть из 500 я выбирал 50, из 1000 выбирал 100. То есть самых лучших из лучших я собрал в своем хозяйстве. Поэтому у меня очень хорошая генетика, устойчивая. Именно тот сформировался костяк в отаре, который именно позволит создать вот такой вот, можно сказать, костанайский внутрипородный тип,
казахской курдючной грубошерстной породы овец. 15 лет он отдал службе в органах Национальной гвардии. Мысль организовать собственное дело часто посещала будущего фермера. Осуществилась мечта в 2020 году. И сегодня Алмат Исенгалиевич всецело отдается работе над своим проектом, продолжая дело отца. Пока жив казахский той, пока люди едят куйрык бауыр, пока на дастархане красуется баранья голова, ни о чем переживать не надо. Нужно заниматься овцеводством. Почему? Потому что баранина – это продукт, который всегда будет иметь спрос. Это очень полезное, питательное мясо. Как это все начало формироваться в моей голове? Да, это, конечно, не сразу. Я работал руководителем ветеринарного пункта в Миндыгаринском районе и анализировал виды животноводства, какие затраты есть, какие прибыли мы можем получить. Поэтому путем анализа я принял решение, что овцеводство – это действительно тот вид животноводства, который даст хорошую рентабельность, хорошую прибыль. На сегодняшний день крепкое хозяйство животновода состоит уже из 5000 маточного поголовья. Достичь этого показателя он смог за короткий период. Интересы бизнеса потребовали уехать из города в село. Он, не задумываясь, это сделал. Выход из зоны комфорта – это единственный путь к саморазвитию, считает Жараспаев. Овцеводство – одно из прибыльных отраслей животноводства. Что происходит? Мы не можем производить Мерседес, мы не можем производить ланд-крузеры, мы можем производить баранину. То есть баранина – это на генетическом уровне у нас заложено, то, что мы этот продукт производим. Этим продуктом мы можем торговать со всем миром на экспорт. Любые страны готовы приобрести нашу продукцию. Почему? Потому что мясо наших животных производится вот на таких пастбищах богатых. Ботанический состав очень богатый. Соответственно, микро-макроэлементы входят в организм животного и через мясо поступают в организм человека. То есть мясо наших животных, оно очень питательное и полезное. Но для того, чтобы выйти на мировые рынки, нам нужна небольшая помощь от государства. В первую очередь это дали нам возможность показать свою продукцию на мировых выставках. Повезли бы на выставку многие лидеры сельхозтоваропроизводители, они бы увидели наших овец, которые в 6 месяцев обладают живой массой 60 килограмм. Это уникальная порода овец, которой стремятся все научно-исследовательские институты овцеводства мира. Они хотят в своих овцах повысить ген многоплодности, высокую резистентность, высокую усвояемость кормов, то есть высокий обмен веществ, жизнеспособность, способность добывать из скудных кормов все питательные вещества, необходимые для организма животных. У наших овец, оно все есть. Это сама природа сделала вот такой вот селекционно-генетический отбор животных, которые вот собрались все лучшие качества в наших овцах. И я думаю, если бы, допустим, государственные органы помогли в этом направлении, мы бы обязательно смогли достичь высоких результатов. О нас бы узнали во всем мире, приехали бы к нам за овцами, заключили договора, и жители, сельчане, аульские ребята, которые занимаются овцеводством, они бы почувствовали реальную прибыль, рентабельность своего затраченного труда в этом нелегком труде, как овцеводство. По словам бизнесмена, его овчеводческое хозяйство сегодня успешно развивается и уже сформировался определенный интерес со стороны партнеров из арабских стран. Не так давно на карабалыкскую ферму приезжал арабский шейх. Что привлекает потенциальных потребителей в бизнесе Жараспаева в первую очередь? Безусловно, условия содержания овец и, как результат, экологически чистый продукт. Основной наш план – это занять твердую позицию в экспорте баранины в первую очередь на арабские страны, Китай,
Российская Федерация, экспорт баранины в дальнее зарубежье. Также хотим поставлять племенной молодняк в страны Европейского Союза. Почему? Потому что наши овцы, они соответствуют всем требованиям, которые хотят европейцы. Они путем искусственной селекции создают породы овец, которые имеют высокий иммунитет, резистентность, выживаемость, многоплодность, скороспелость. Они это все создают, но в наших овцах это все уже есть. То есть природа сама создала, мы только улучшаем, укрепляем эти признаки. Оно все у нас есть, поэтому нам нужно показать европейцам, что да, действительно, наши овцы соответствуют всем вашим требованиям, поэтому ждем от вас коммерческих предложений. Село Урнек находится в 70 километрах от райцентра. Здесь проходит практически все лето семьи Жараспаевых. На летнем пастбище содержится основное поголовье овец. Главными помощниками в бизнесе являются дети. Сыновья Алпамыс и Таймас. Во время каникул их дом здесь. Весь день, не покладая рук, они работают во благо общего семейного дела. Скучновато бывает, без друзей, в поле в одному с овцами. Ну, мои друзья это овцы теперь. В отдаленном селе Алмату Жараспаеву удалось создать лучшие условия для содержания овец. Фермер установил промышленные скважины для обеспечения скота водой, просторные загонки. Да, это вот мы вырыли промышленную скважину, дебит воды 50 кубов в сутки, хватает на большое поголовье, и запускаем за счет генератора. Все, глубинный насос накачивает, и мы овец поем питьевой водой. Также у нас есть вот резервуар для воды. Мы туда накапливаем, чтобы постоянно не включать генератор. Вода накапливается в резервуаре, и потом мы наполняем воду. Это вот поилки возле каждой карды. Грех жаловаться на условия проживания и работы обслуживающим хозяйство рабочим. Для них организовано многоразовое горячее питание в столовой. В дома проведено кабельное телевидение, сотовая связь, интернет, работает баня. Здесь они учатся трудовой дисциплине, выносливости, всем тяготам или лишениям вот это вот овцеводства. Они все это знают изнутри. Общаются вот со взрослыми, у них есть свои должности. Младший специалист по уходу за овцами, я ему такую должность открыл. Тоже он как бы зарабатывает небольшую копейку себе на школьные вещи, там, на обеды в школьной столовой. Поэтому, как говорится, с детства приручаем к труду. Почему? Потому что когда человек не научится работать, зарабатывать деньги, ему это будет во взрослой жизни уже тяжелее. Вот. Алпамыс, что хочешь сказать? Я хочу сказать, что мой папа очень крутой, он заботливый о нас. Он всегда помогает нам во всем. То, что мы не возьмемся, он всегда нам поможет. Я помогаю отцу в пастьбе, в овцеводстве, в лечении овец. Заменяю рабочих, когда они помогают карду делать, либо в отбивке. Люблю своего отца. Он прекрасно разбирается в животноводстве, и в лечении своих подопечных он доверяет лишь самому себе. Это основная проблема у овец, называется
вольфартиоз, вызывается серой вольфартовой мухой. Вот такие вот черви образуются. Но мы решение всегда найдем. Почему? Потому что сейчас ветеринария очень хорошо развита. Вот. Для этого мы используем дихлофос в первую очередь для уничтожения личинок. Полностью обрабатываем место. Затем обрабатываем специальными препаратами. Он прекрасный муж и заботливый отец. Супруга Зибагуль поддерживает своего спутника жизни всегда и во всем. Конечно, как руководитель племенного центра, он строгий начальник на работе, требовательный. А в семье он совсем другой, заботливый, ласковый, внимательный, заботится о нас, о своей семье, о детях. Алмат Жараспаев – один из животноводов, кто воспользовался возможностью организовать собственное дело благодаря помощи государства. В нашей стране действует немало программ, в рамках которых всем инициативным предпринимателям создаются благоприятные условия для реализации задач по развитию собственного дела. В прошлом году буквально он открыл небольшое предприятие по разведению овец грубошерстной породы, что является, конечно же, для нашего района экономически положительным фактором. Также Алмат создает рабочие места, это, естественно, налоги, поэтому по роли хозяйства, конечно, можно отметить, что он делает большой вклад в развитие экономического нашего района. Мы, естественно, делаем поддержку, в частности, в его бизнесе. Он неоднократно был участником различных государственных программ, где получал финансовую поддержку. Алмат – это очень активный, позитивный человек. У него всегда очень большие планы. Отец 3, по-моему, детей. Я думаю, что он очень показательный и очень хороший дает пример другим нашим жителям. Начал я с небольшого поголовья. Были личные сбережения, продал свой внедорожник, обналичил и на эти деньги купил первое маточное поголовье. Но тогда это было товарное поголовье, овцы беспородные. Затем я занимался в малых объемах, почувствовал свои силы, энергию, есть возможность увеличения поголовья. И я создал совместный проект под названием «Племенной центр Казакой» с агрохолдингом «Зерновая индустрия». Они мне помогли получить кредит по программе СыбАга под 4% на 10 лет. Мы закупили первое племенное маточное поголовье в размере 3000 голов. В этом году также взяли кредит под 7% годовых для увеличения маточного поголовья до 6000. Провел здесь свет, электричество. Используем сотовую связь российских операторов. На данный момент здесь порядка 5000 гектар пастбищ. На этой территории находится 5000 наших овец. Вот. Планируем здесь сооружать капитальные строения для зимовки. Ботанический состав пастбищ очень богатый, позволяет овцам восполнять все необходимые микро-макроэлементами, веществами организма животного. Поэтому очень хорошее место. Семья бизнесмена – это его гордость. Супруга, дети – главное вдохновение для достижения больших высот.
всегда в любом, как говорится, начинании у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Поэтому, когда ты побеждаешь, добиваешься высокого результата, всегда вокруг тебя очень много людей, которые хотят разделить твой успех. Вот. Но когда ты проигрываешь, где-то ошибаешься, оступаешься, приходишь в нулевую точку, то только семья рядом с тобой, которые люди, несмотря на то, что ты победитель или пораженный, выиграл или проиграл, только семья будет рядом, они воспринимают тебя такими, какой ты есть, поэтому цените семью, эти люди всегда будут рады вам, они всегда с вами. Берегите семью. Семья — это то, которое, та ячейка, в которой вы всегда свой. По ночам